Зажигательные чеченские танцы, русские частушки, лирические стихи, популярные песни и даже рэп на сцене ЕГУ имени Бунина. Теплой и творческой получилась презентация новой книги министра Чеченской Республики Джамбулата Умарова. Почему именно в Ельце, узнала наша съемочная группа. У этого визита большой делегации из Чеченской Республики есть предыстория. Наши регионы давно связывают экономические связи. С 2007 года в Чечне открываются торговые дома, а в Липецке открыто представительство главы Чеченской Республики. Есть исторические корни. Елец и Грозный – города воинской славы. Липецк и Грозный – города-побратимы. Есть личный интерес Джамбулата Умарова к нашему древнему городу. Елец, я считаю, что это одно из средоточий и вообще точек притяжения русской культуры. И многие другие имена связаны с Ельцом. И я как-то дал себе слово, что если у меня будет малейшая возможность, я обязательно приеду в этот городок и обязательно познакомлюсь с его жителями. Обязательно пропитаюсь вот той аурой, в которой родился великий русский писатель. В октябре уходящего года город Грозный отмечал свое 200-летие. В гости были приглашены руководители Ельца и Липецка. К юбилею же была написана новая книга Джамбулата Умарова «Грозный. 200 лет». И перед тем, как презентовать ее в Москве, решено было обязательно познакомиться с Ельцом. Джамбулат Умаров уверен, в многонациональном государстве важно знать и уважать все народы. Тут особую миссию играет именно русский народ. Поэтому я в Ельце. Играет особую миссию, потому что в свое время он взвалил на свои могучие плечи миссию собирателя земель, миссию основателя великого многонационального государства. В книге о Грозном, который был заложен как крепость в 1818 году, построен под руководством генерала Ермолова, прослежена его двухвековая история, трагическая в конце XX века и возрожденная в начале XXI века. В книге «Летопись города», а в песне о Грозном на стихи Джамбулата Умарова и музыку Максима Дунаевского «Любовь к нему». Своим восхищением о Грозном поделились и руководители Ельца, впервые увидевшие город на праздновании юбилея. Мы рады приветствовать вас на нашей древней Елецкой земле. Мы очень рады видеть всех ваших земляков. Конечно, Грозный нас встречал в октябре 27-градусной жарой, но мы его встречаем русской зимой. Но теплота наших сердец и гостеприимство, я думаю, растопит весь этот снег. И вот сегодняшний вечер погрузит нас в творческую, дружескую атмосферу, которая, я уверен, войдет частичкой своей в историю нашего города и нашей дружбы. Встреча в Елецком государственном университете логична. Среди его выпускников много жителей Чеченской Республики. И есть общая спортивная гордость. Мавсар Сулейманов, который закончил бакалавриат и магистратуру Института физической культуры и спорта, мастер спорта международного класса по виду спорта, который объединяет Чеченскую Республику и Россию. Он мастер спорта по гиревому спорту. В концертной части презентации принимал участие ансамбль песни и танца «Заманхо» из города Грозного. В составе профессионального коллектива танцоры от 14 до 30 лет танцуют чеченские танцы, которые отличаются от танцев других кавказских народов. Мелодия одна, темперамент исполнения разный. Мужчины более ритмичнее, более жесткие движения. У них девушки олицетворение ветра, ручейка, Невы на ветру, травы или цветочка, вот что-то такое. И вот, как ни странно, эти два сочетания, совсем вода-огонь, они создают такой образ все-таки целостный. Творческим ответом стали русские припевы и частушки коллектива ЕГУ «Заваленка». А Дарья Кондакова, лауреат конкурсов юных композиторов, сыграла свою пьесу «Мечта». Ее тепло приветствовал Максим Дунаевский. Самому маэстро подпевал весь зал во время исполнения попурри. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони. Максим Дунаевский уверен, что его сотрудничество с Джамбулатом Умаровым продолжится. Таких многосторонних людей сейчас очень мало. Знаете, в средние века был математик, композитор, поэт, художник, вообще архитектор и все вместе. Вот это раньше такое было. А сейчас это редкое явление, чтобы человек настолько многосторонним был. Джамбулат Умаров – писатель и философ. Пишет не только прозу. Есть предложение написать сценарий к фильму. На стихи создаются песни и даже в стиле рэпа. Если мне предначертано свыше, защищая людей вслед за раненым ангелом ввысь, я опять повторю. И надеюсь, меня ты услышишь, погоди еще
взрывай, не спеши, помолись. Автор-министр не раз повторил, он во всех непростых коллизиях и во взаимоотношениях народов ищет прежде всего ценность человеческих отношений. Поиск человека хорошего, доброго русского человека и горца. Горца не только воителя, но и созидателя. С верой в дальнейшую созидательную деятельность, сотрудничество и дружбу завершился большой творческий вечер. Лариса Кучеркова, Роман Шаманаев, Андрей Плотников, Елец ТВ.